прямом эфире новости Татарстана. Добрый вечер. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Полемика о деньгах. Потому что без роста ВРП налоги сами по себе не могут быть. Каким будет бюджет республики, узнал Дмитрий Аренин. Мухи в тарелках и грязная посуда. Грязно. Все это грязно. Казанский ученик снял на видео свою школьную столовую. Что это, фейк или действительно антисанитария, разбиралась Анна Городнова. Не пройти, не проехать. Уходить с коляской в грязь, я залезу, конечно, в грязь, а оттуда же еще надо вытащить коляску, она тяжелая. Почему дорога в садик для жителей Больших Лыков уже стала головной болью, расскажет Юлия Муратова. В Казанском зоопарке пополнение, родился детеныш Яка. Очень необычной масти. Обычно до этого каждый год рождались черные телятки, а в этом году родился серый. Чем его кормят и как назовут, расскажет Алия Хайрудинова. Как никогда детализированный и по-прежнему социально ориентированный. Сегодня в Госсовете с участием Алексея Песошина в течение 2 часов обсуждали бюджет республики. На парламентских слушаниях руководство Минэкономики и Минфина представили ситуацию с деньгами, а депутаты высказывали замечания, на что эти деньги потратить. Что в приоритете, выслушал и Дмитрий Аренин. Рост экономической активности в 2020-2024 годах будет обеспечен в первую очередь увеличением объемов промышленного производства. На парламентских слушаниях начали издалека, с макроэкономики. При таком положении дел в России и в Татарстане в ближайший год ожидается небольшой, но стабильный экономический рост. Бюджетный эффект же это не просто так, это говорит о том, что компания обеспечит рост ВРП, валового регионального продукта, и, соответственно, налоги. Потому что без роста ВРП налоги сами по себе не могут быть. С такой экономикой бюджет будет все объемнее, а дефицит все меньше. Все муниципалитеты бездефицитные. Свыше 70% всех средств пойдут на социалку. В приоритете образование и здравоохранение. Заложены деньги на повышение зарплат бюджетников. Если сравнить Татарстан с другими регионами, я слышал, в лидерах в этой части. Один губернатор выступает и говорит: мы ввели 30 ФАПов, а мы 300. Мы молчим себе, конечно, а мы 300 ввели. Как отмечает бюджет республики, с каждым годом становится все более детализированным. В этом году его планируют расписать на 4000 страницах. Для понимания, что это за объем, это примерно как все книги о Гарри Поттере, либо в 3 раза больше, чем роман Толстого «Война и мир». Сегодня депутаты внесли еще ряд замечаний, как лучше профинансировать ту или иную сферу. У меня вопрос по упрощенке для малого бизнеса. По росту доходов, которые должны превышать инфляцию. Мой вопрос касается сельских поселений. Это наши крупные города и районные центры. У Алексея Песошина по проекту бюджета замечаний не возникло. Теперь со всеми предложениями документ будут рассматривать в первом чтении. Ближайшая сессия Госсовета пройдет в конце октября. Дмитрий Аренин, Ренат Васиков, ТНВ, Казань. В Минфине республики проанализируют и зарплаты татарстанских ученых. Такое поручение дал Рустам Минниханов после обращения к нему членов Академии наук. Они пожаловались на низкие заработные платы. Решение о повышении или сохранении прежних сумм будет принято после анализа. Рустам Нургалиевич дал прямое поручение и Минфину, и ЦСИ дополнительные документы запросить в Академии, бухгалтерские, финансовые, для того, чтобы провести анализ, на основе которого можно будет уже принимать решение. На сегодняшний день анализ этот идет. Насекомые в тарелках, грязная посуда и работники без перчаток. Видео школьной столовой с таким описанием взорвало сегодня соцсети. Школьник из Казани со смаком рассказывал про антисанитарию. Роспотребнадзор оперативно начал проверку. Сразу же на место выехали специалисты департамента питания города. В самом учебном заведении усомнились в подлинности приведенных фактов. В ситуации разбиралась Анна Городнова. Грязно. Все это грязно. Мошка в компоте, остатки еды на тарелках. Ученик проводит экскурсию по школьной столовой. Еду, говорит, накладывают в грязную посуду. Крепко, так остается. Все перемена.
все перевернулись. С 8 до 13 я постояла. Школьника отмечают, сотрудники на кухне без перчаток, а в пищевом блоке антисанитария. Как стало известно позже, запись сделана в 170-й Казанской школе. Такого не слышала, все вроде нормально. Ребенок не жаловался? Нет, не жаловался. Как у вас столовая? Чисто, нет? Да, более-менее. Чисто. Правда, я семечку нашел в гречке. Щипчиками накладывают еду нормально. Само учебное заведение сегодня держало оборону. Директор воли нет. Удовольствие позвать я не могу. Почему? Потому что я стою на посту. Съемочную группу все же пустили, но от комментариев сотрудники школы воздержались. В столовой уже с утра работают специалисты департамента питания столицы. Температура плюс 4 градуса. Тут от 0 до 6 градусов должна быть температура с 11. Мух и тараканов не обнаружили, но вопросы есть. Нарушения санитарно-дезинфекционного режима в цехах были выявлены. Где вот посуду там от остатков пищи очищают, то, что немножко было грязно, конечно. В углах некачественно мыли. Изучив запись, в школе усомнились в подлинности фактов. Вот кадр, говорят, здесь видно. Мальчик что-то накладывает в тарелку и достает телефон. С учеником провели беседу, но пока не уточнили, подложил ли он в тарелке что-то специально для эффектного видео. Работников столовой за выявленное нарушение депримируют. Видео заинтересовались и сотрудники Роспотребнадзора. Проверки здесь продолжаются. Анна Городнова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. 160 квартир дождались своих хозяев. Нижнекамским новоселам Стабеева 41 наконец-то выдали долгожданные ключи. Это уже второе заселение дома за неделю. Первое во вторник закончилось скандалом. Людей пригласили, но дом был не готов, не подключен газ. К этому дню все недочеты устранили, многоэтажка полностью готова встретить жильцов. Инвестор строительства Гожилфонд при президенте республики. 1,5 дня вот ситуация исправилась. Жильцы молодцы, спасибо, отреагировали. И газовая служба практически моментально в этот же день, вчерашний день имеется в виду, произвели розжиг газа. Сегодня наконец-то увидим свою квартиру, очень этого ждали, и мы очень рады. По стоимости жилья на вторичном рынке Казань обогнала Москву. Спрос рождает предложение или это некорректная методология исследования? Аналитику читайте в интернет-газете «Реальное время». Для ремонта придомовых территорий в рамках президентской программы «Наш двор» не будут использовать механизм самообложения. Об этом сегодня заявили в Казанском Кремле. Напомним, в начале недели глава Нижнекамска Айдар Метшин предложил использовать самообложение для ремонта дворов. В Кремле отметили, цитата, «В одном дворе не может быть самообложения. При желании жители могут сами договориться и сделать что-то сверхспланированного за счет собственных средств». Важно сделать жителей соучастниками данного процесса. И я считаю необходимым предметно рассмотреть вопрос реализации программы самообложения граждан, аналогично той, которая уже несколько лет реализуется у нас в республике в сельских населенных пунктах. Президентская программа «Наш двор» не подразумевает сбора каких-либо средств с населения для того, чтобы реализовать. Президентская программа «Наш двор» она направлена на качественное повышение жизни жителей республики, она коснется практически каждого жителя республики. Не пройти, не проехать. Дорога в садик для жителей поселка Большие Клыки Казани стала навязчивой проблемой. Здесь нет тротуара и парковки. В садик ежедневно приводят 260 малышей. Только утром это порядка 500 человек, за день 1000. Так почему вопрос не решили сразу при строительстве садика? Вопросом задалась Юлия Муратова. Время 8:30. У нас час пик. Сами видите, что происходит с нашей дорогой. Машины не могут разъехаться, а жителям Больших Клыков приходится идти с детьми прямо по проезжей части. А если маневрировать между заборами и дорогой, то и по колено в грязи. И все потому, что по дороге в садик нет тротуаров. Поднимаемся опять-таки сюда. У меня еще маленький ребенок, ни с коляской, ни с чем пройти нельзя. Машин очень много. Уходить с коляской в грязь, я залезу, конечно, в грязь, а оттуда же еще надо вытащить эту коляску, она тяжелая. Кто-то стоит, ждет, когда ты дойдешь. Кто-то доезжает и говорят, отойди уже со своим ребенком, уже проехать надо. Приходится в сугроб. Детсад «Зелантик» один из крупнейших в городе, рассчитан на 260 детей. Его открыли 5 лет назад. И если пешеходный путь здесь до сих пор не проложили, то парковку казанцы сделали сами. Иначе по утрам
устроив здесь транспортный коллапс. Еще несколько лет назад здесь была зеленая зона, а теперь она превратилась в парковку. Это единственное место, где могут стать машины. В свою очередь, дирекция садика провела для них вот такую ограничительную линию. Достаточно места, чтобы поставить даже хотя бы элементарно кармашки для парковки машин. По федеральному закону стоянки ближе, чем на 50 метров к детским дошкольным учреждениям запрещены. А вот появится ли тротуар, за ответом мы обратились в администрацию Советского района. Руководство пояснило: сначала дорога к детсаду, затем коммуникации и только потом тротуары. В поселок Каинлы по программе фонда газификации газопровод низкого давления еще завели. То есть даже если бы мы его построили, все равно пришлось бы местами повредился бы он и так далее. То есть в принципе идем планово. В первую очередь асфальтовое покрытие дорожное, самое главное с укреплением обочины щебенкой. Самый актуальный вопрос. Что можно сказать жителям? Стоит ли им ожидать каких-то изменений? Все-таки пообещать в ближайшее время не можем. Так и остался без ответа. Нас заверили, будут искать деньги, но уже в бюджет 2020 года средства на эти тротуары не заложены. Юлия Муратова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Напоминаю, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео, могут стать репортажами в наших выпусках. Если пациенты не могут прийти в поликлинику, тогда поликлиника приедет к ним. Одна из них сегодня добралась в Валькиевский район. Это 7-й в ее маршруте. На борту акушеры-гинекологи, неврологи, кардиологи и другие врачи. Ежедневно они осматривают татарстанцев, не имеющих возможности добраться до районных поликлиник. Это делается для того, чтобы приблизить медицинскую помощь к ним. И то, что действительно вот с врачами разговариваем, выявляются люди, которые по 10-15 лет не были в поликлиниках, не были у врачей. Они считали себя здоровыми, а на самом деле у них уже накопились хронические заболевания. Когда чужие становятся родными. 3 года исполнилось республиканской программе по приему пожилых людей в семьи. В них переехали 37 бабушек и дедушек. Значит, практически каждый месяц один человек был устроен в семью. Одна из них Габдрафикова из Челнов. Сейчас они ухаживают за Мадиной Бакировой. О том, как все начиналось, Зарина Ахметова. За свои 84 года Мадине Бакировой пришлось пережить немало трудностей. Во время войны с семьей переехала в Таджикистан. В 90-е после смерти мужа вернулась на родину. После Елабужский дом престарелых. Единственное, что осталось, это вера. Ходили молиться в мечеть, читали намаз. Я постоянно была среди людей, все меня очень любили. Потеря матери для Марьям Габдрафиковой стала настоящей трагедией. Она ухаживала за ней долгие годы, а после ее смерти не могла найти себе места. Тогда и услышали о новом проекте. Поехали в Елабугу в дом престарелых. Вернулись уже с Мадиной апа. Ей понравилось у нас, очень понравилось. На 3 дня пришла, и вот так и осталась у нас. Как одна семья уж, хорошо живем. Так бабушка стала своей. Габдрафиковым осталось только оформить документы. Есть определенные требования. Площадь жилья на человека более 15 квадратных метров. С этим проблем не было. Так у Мадины Бакировой появилась своя комната. Дочери Габдрафиковых живут отдельно со своими семьями, но и про бабушку не забывают. Пока мама на работе, приходит ее проведать. Она, в свою очередь, делится опытом. Хорошо проводим время, готовим вместе. Она очень хорошо готовит, помогает, учит. Забота о гражданине пожилого возраста – это своего рода испытание, это большая ответственность, так как у граждан пожилого возраста, в отличие от детей, уже устоявшийся характер, свои привычки. Но спустя 3 года можно констатировать, что данный проект с успехом реализуется в Республике Татарстан. История Габдрафиковых тому подтверждение. Эти люди смогли подарить одинокой пожилой женщине самое главное – заботу, любовь и новую семью. Зарина Ахметова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Долгожданное возвращение. Его отец искал. Погибший в войну красноармеец из Лаишевского района спустя 78 лет вернулся на родину с его торжественного захоронения. Рамиль Шайдуля. В Казанском зоопарке пополнение. Родился детеныш Яка. Очень необычной масти. Обычно до этого каждый год рождались черные телятки, а в этом году родился серый. Чем его кормят и как назовут, расскажет Алия Хайрудинова.
Минтимир Шаймиев вошел в тройку самых упоминаемых в СМИ политиков прошлого. Его процитировали 7200 раз. Такой рейтинг подготовил фонд «Петербургская политика». На первом месте Михаил Горбачев, на втором – Юрий Лужков. И сегодня Минтимир Шаймиев встречался с Алексеем Венедиктовым. Главному редактору «Эхо Москвы» государственный советник представил экспозицию Фонда Возрождения. Рассказал о восстановлении древних Болгр и острова Града-Свияжск. Гость проявил к проекту большой интерес, и беседа превратилась в интервью. Алексей Венедиктов в следующем году пообещал посетить памятные места. С московским гостем сегодня пообщались и студенты КФУ. Что интересовало начинающих журналистов, какие советы они получили, на встрече побывала и Зарина Ахметова. Алексей Венедиктов – один из немногих радиожурналистов, которого знают не только по голосу, но и в лицо. Сегодня студенты КФУ, прежде чем познакомиться с оригиналом лично, сфотографировались с его картонной копией. Оценил ее и сам главный редактор «Эхо Москвы». Говорит, там выгляжу моложе и симпатичнее. Так легко и непринужденно началась встреча с журналистами. Первый вопрос – что же больше всего Алексей Венедиктов ценит в профессии? Повышается ценность то, что в журналистике называется opinion. Мнение. Вы должны учиться самим делать выводы и продавать эти выводы той аудитории, которая вас читает. И неважно, где... Уже год на московском радио выходит передача «Говорим по-татарски», где слушателям рассказывают о словах в русском языке, имеющих татарское происхождение. Венедиктов считает, проект удался. Откуда пришли слова в русский язык, грубо говоря? Где корни этого? Как это все выросло? Да? Мы говорим о том, что это единая нация, имеется в виду не национальность, а нация, да? Общность проживания. И вдруг оказывается, что люди даже не думали о том, что главная улица Москвы, пешеходный Арбат, извините, имеет корни отнюдь не славянские, скажем, мягко. О цензуре, электронном голосовании, полилингвальных школах и не только. Каково быть главным редактором одного из популярных радиостанций? Большая ответственность. Совсем не веселая работа. Я, может, сейчас бы ходил бы и ел бы чак-чак, чем с вами сидел. Ответственность. Зарина Ахметова, Адель Медубаев, ТНВ, Казань. Долгая дорога домой. Спустя 78 лет на родину, в Лаишевский район, вернулся прах солдата Федора Фирсова. Войной он погиб на территории Украины. Останки обнаружили в поле. И сегодня с ним простилось все село. Этих моментов ждали без малого 80 лет. Тело Федора Фирсова возвращается к его родным. Одна из них племянница красноармейца Зинаида Сычева. Не застала дядю живым, но помнит, как его все любили. Его отец искал, но не смог искать, умер. А мы молодежь, мы уж ничего не знаем, что старые люди скажут, что мы и помним. Его могли и не найти, если бы в 2016 году в Украине поисковики не обнаружили останки красноармейца, погибшего в бою. Чудом на нем сохранился медальон, а внутри имя, фамилия и место рождения. По информации, красноармеец Фирсов Федор Сергеевич погиб в августе 1941 года. Родом он из деревни Читаки. Голое поле в 40 минутах езды от райцентра. Некогда здесь была большая деревня Читаки, и именно отсюда ушел служить младший сын семьи Фирсовых Федор. К несчастью, он не вернулся живым, но сегодня он снова дома. Заряжай! Блин! Теперь его тело упокоится рядом с родительскими могилами. Так решили родственники, да и дядя-красноармеец точно не был бы против. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Лаишевский район. Выставка военной техники, показательные выступления кинологов и экскурсия по казарме. Сегодня в Казани день призывника. Ребята пришли в гости в Росгвардию. 200 парней, они будущие солдаты. Познакомились с бытом армейской жизни. Вместе с ними и Рамиль Галиуллин. Эффектная форма и отточенные приемы. Так старослужащие Росгвардии показывают будущим призывникам, чему научились за год службы. За этими, на первый взгляд, киношными трюками наблюдают 200 будущих защитников Родины. Среди них 17 призывников, те, кому идти в армию уже сейчас. Кирилл Поварницын служить не боится. Отец в ВДВ служил, десантник. Дед тоже десантник. Как бы тоже в десантуру хочу идти. Уму-разуму, думаю, научусь.
После задержания выступление кинологов. На плацу курс дрессировки служебных собак. Но больше всего внимания ребят привлекает военная техника. Все возможности и средства российской армии сегодня как на ладони. Например, вот это оружие. Здесь взять в руки и рассмотреть в деталях можно, к примеру, вот такой пулемет Калашникова или снайперскую винтовку Драгунова. В общем, все то, что обычно видят только военные. За каждым военнослужащим закреплена своя кровать. Особое внимание к казармам, ведь именно в таких условиях они проведут большую часть армейской жизни. Мне понравилось очень первое показательное выступление, а потом, как мы сидели в машинах, в комнате подозреваемых, там сзади тоже сидели. Данные мероприятия мы уже проводим традиционно весной и осенью. Проводим с целью военно-патриотического воспитания подрастающей молодежи, а также ознакомления призывников с условиями быта и прохождения военной службы на территории воинских частей. Осенний призыв начался 1 октября. Служить отправятся 3500 новобранцев. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Такому таможня добро точно не даст. В службе рассмотрели, что из запрещенного возили и вывозили из республики за лето отпускники. Оказалось, отдыхающие много берут с собой алкоголя, причем как отсюда за границу, так и на обратном пути. Вывозят ножи и дубинки, а привозят исчезающие виды растений и животных. 588 административных дел, это значит порядка 6 случаев в день. Это ненормально, отметил Альберт Мавликов сегодня журналистам. Начальник таможни поделился результатом работы во время WorldSkills. Казанская служба приняла почти 400 тонн товара стоимостью 15 миллионов евро. Это промышленные станки, аппаратура и музыкальные инструменты. Часть реквизита, который использовался на церемонии открытия и закрытия, принято решение оставить нашим предприятиям. И рассматривается вопрос на сегодняшний день передачи российской стороне высокоточного промышленного оборудования. На Казанской набережной могут появиться места для рыбалки. Поручение проработать эту идею сегодня дал Рустам Минниханов во время обхода объектов. С просьбой сделать площадку для рыбалки обратились рыболовы республики. Напомним, сейчас идет благоустройство набережной от Кировской до Ленинской дамбы и прогулочной зоны от НКЦ до моста Миллениум. Сегодня в Альметьевске прошел уникальный мастер-класс «Нефтяная кухня». Школьники познакомились с нефтегазовой отраслью в рамках образовательного проекта. Организовала его компания «Татнефть». Вместо муки – атомы, вместо колпака – каски. На необычной нефтяной кухне сегодня школьники. Им предстоит печь нефтепродукты. Мы строим из этих атомов молекулы. Это очень интересно и познавательно. «Нефтяная кухня» – федеральный проект. Уникальный мастер-класс проводят молодые ученые и инженеры. Проект создан для того, чтобы простым языком рассказать школьникам об основах нефтегазовой отрасли. Для того, чтобы сделать это в простом формате, мы придумали специальные аналогии. Это обычные бытовые приборы. Так школьники создают собственный прототип – арт-объект из молекул. Я сегодня поняла, что такое стирол, полистирол. Образовательный проект направлен на профориентацию школьников. Организовал его благотворительный фонд «Татнефть», не без помощи городского управления образования. В целом компания уделяет очень большое внимание профориентации, особенно силами молодежного комитета. У нас есть целые профсмены, которые проходили у нас в детских оздоровительных лагерях. Мастер-классы продлятся 3 дня. Посетят их свыше 300 учеников. В дальнейшем планируют охватить детей из всех школ города. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. В Казанском зоопарке пополнение. Родился детеныш Яка. Пока он не отходит от своей мамы, татарстанцы уже в ближайшее время смогут с ним не только познакомиться, но и придумать ему имя. Алия Хайрудинова первая увидела новорожденного. Кармен и папенька, так зовут родителей новорожденного Яка. Пока он не отходит от мамы, сосет молоко и греется в ее теплой шубке. И Кармен к детенышу никого не подпускает. Да и подозвать малыша трудно. Имени нет. Выбирать будут всем Татарстаном. 20 октября у нас будет праздник на территории Казанского зооботсада, который будет называться «Именины Яка». Того, кто придумает имя для детеныша Яка, ждет подарок – билет в зоопарк «Река Замбези», который готовится к открытию. К сожалению, новорожденного Яка мы погладить не смогли, его защищает мама, а вот папу погладить можем. И, кстати, впервые за 10 лет родился не темненький Як, а светленький, очень похожий на своего папу. Сейчас животные зоопарка готовятся к зиме. В спячку идут только медведь и барсук. Все остальные утепляют свои шубы, как эти яки. Алия Хайрудинова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.
Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До встречи в 21:30. Турецкие ткани по суперценам. Портьерный салон «Фиерия». Тукая 58. Хочешь ладу по программе «Трейд-ин»? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус». Внимание! Центр народных художественных промыслов и ремесел, Палата ремесел Республики Татарстан объявляет открытый конкурс «Туристический сувенир Республики Татарстан-2019». Принимают участие все желающие. Заявки можно подать до 25 октября включительно. Вся информация на сайте tursouvenir16.ru. Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка» на Чуйкова. Новый Nissan Qashqai от 1 миллиона 120 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Раз, на сайт БТИ заходите. 2, онлайн-услуги оплатите. 3, 30% скидку получите. bti.rt.ru. За шубой на Новоторжскую ярмарку. Все в Казанский ЦУМ по 13 октября. Медицинское оборудование и материалы, конференции для медицинских работников, консультации специалистов. На Казанской ярмарке с 9 по 11 октября. В октябре Datsun от 370 тысяч рублей. Зимняя резина и 50 тысяч на сервис в подарок. Если Datsun, то в «Марке». 4 пятерки 3 семерки. Выставка «Эстетическая медицина и косметология» на Казанской ярмарке с 9 по 11 октября. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. Компания «Вот такие окна» объявляет месяц больших скидок и подарков. Хочешь получить ладу? За наличный расчет выгодно. Тогда тебе в автоцентр «Парус». За шубой на Новоторжскую ярмарку. Все в Казанский ЦУМ по 13 октября. Внимание! В аптеках «Фарбленд» феноменальный кэшбэк 10%. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с «Фарблендом». Bulg'or radiosi taqdim etadi. 26 oktyabr. Qozon, Piramida. O'tganlar sog'indiradi. Здравствуйте! 11 октября температура на несколько градусов станет выше. Но осень есть осень, пасмурная и сырая погода сохраняется. Об этом позже. Давно мечтаете о новом шкаф-купе? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2 167 166. Адрес Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана, в Бугульме, Бавлы, Азнакаево днем до 9 градусов тепла, будет пасмурно и с дождем. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге солнце временами будет выглядывать из-за туч, не обойдется без осадков. На севере республики Менделеевский, Агрызье, Мензелинске переменная облачность, дождь и плюс 9. Пасмурный циклон не покидает и северо-запад республики, пройдут кратковременные дожди. На юго-западе, в Болгре, в Буинске, Дрожжаном облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 11. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыше около 10 тепла, местами пройдет дождь. В последующие дни осадков станет меньше, температура повысится. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. И снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать?
В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани ожидается переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха днем 9-11 градусов. Ветер южный порывистый. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.